Сегодня приветствует вас. И сегодня с вами буду я, Дарья Анкехова. Позвольте проанонсирую, что же ждет нас сегодня на протяжении всего эфира. А он обещает быть очень насыщенным. Сегодня мы поздравим Авиацию Республику с юбилейной датой. Также мы поговорим об уникальной национальной одежде народов Севера. Мы обязательно поговорим о наших дорогих коренных малочисленных народах, а также поговорим о дружбе, вообще народности на территории нашей республики. Сегодня, благодаря современным технологиям, мы отправимся с вами в музей авиации, а также мы овладеем азами дыхательной гимнастики, приготовим онлайн завтрак, познакомимся с победителем конкурса «Строганины», а еще мы узнаем, что же такое облачная поликлиника. Ну и завершим эфир мы поездкой в село Янгра. А зачем, узнаем сегодня. Сегодня начинается. Как я уже и сказала, начнем мы наш эфир с юбилейной даты. Сегодня мы не будем поздравлять с юбилеем одного человека, мы поздравим сотни людей. И это авиация нашей республики. И для этого прямо сейчас с нами на связь выйдет бортпроводник авиакомпании «Якутия» Юля Кутлугдинова. Юленька, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте! Мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Примите наши искренние поздравления. Огромное спасибо. Юленька, у вас замечательная профессия. Вы бортпроводник. Как же вас связала судьба с небом? Ну, повторюсь, меня зовут Юлия Кутлугдинова, 35 лет. Я замужем, у меня двое детей, дочь и сын. В авиацию я пришла с 2004 года. Наверное, каждая маленькая девочка в детстве мечтала стать стюардессой. И вот у меня тоже такая была мечта. Наш папа родился в городе Бугуруслане, где находится летное училище, и в котором учился наш дядя Осадчий Константин Петрович. Вот с самого детства мы смотрели, когда он прилетал с рейса, на его красивую форму, что он элегантный, статный, с голубыми глазами. И он нам говорил всегда, что вы будете у меня самые красивые стюардессы. Вот. И первая в авиацию пришла моя старшая сестра Елена. В 1998 году у нее было обучение на типе воздушных судов Ту-154, Ан-24 и Аэробус А-310. Но, к сожалению, она не смогла продолжить, потому что закрылась авиакомпания «Савиал». И только через 5 лет она смогла совершить свой первый самостоятельный полет в качестве бортпроводника в авиакомпании «Полярная авиалиния». Я всегда равнялась на нее, хотела тоже летать, небо звало. И вот когда мне исполнилось 18 лет, к моему огромному счастью, в авиакомпании «Якутия» был набор, где я прошла кастинг, медосмотр и обучение в город Москва. И вот моя мечта сбылась. Мой первый полет, самый, произошел на Ту-154 в город Владивосток. Это был волнительный момент для меня, незабываемые впечатления. Вот так я полюбила небо и свою профессию. Юля, вы так трогательно рассказываете вот о том, как вы пришли в авиацию. Вот вы сказали, что на сегодняшний день вы работаете вместе с сестрой. А бывало ли у вас такое, что вы выполняли один рейс вместе? Да, конечно, через год моя сестра Елена пришла в авиакомпанию «Якутия», и мы стали с ней часто летать, путешествовать по миру. Это было незабываемые впечатления. Ну, за что мы благодарим нашу профессию, что она нам предоставляет такие возможности побывать в разных странах мира, города посмотреть. Вот, благодарим очень сильно нашу профессию за это. Юля, вот скажите честно, такой, может быть, немножко глупый вопрос, а боитесь ли вы высоты? Нет. Нет, то есть... Вообще абсолютно не боюсь. Не Для боитесь? меня как родной. Юленька, но у вас сегодня есть уникальная возможность поздравить всех своих коллег с юбилеем. Пожалуйста, у вас есть на это возможность. Пользуюсь, да, возможностью, поздравляю всех авиаторов Якутии, ветеранов, ну и, конечно же, своих коллег.
С Днем авиации я вас поздравляю. Счастья, любви, успехов желаю. Каждый полет будет пусть безопасен. Жизненный путь пусть будет прекрасен. Спасибо большое, Юленька. А мы желаем вам поскорее уже выйти на работу, потому что я все-таки считаю, что наши бортпроводники самые лучшие. И вы тому яркий пример. И еще раз с праздником вас, всего вам самого наилучшего. А еще один вопрос напоследок. У вас есть талисман, который берете всегда с собой в любые полеты? Ну, наши талисманы – это наша семья и дети, которые нас ждут дома, и мы с каждого рейса стараемся побыстрее приехать домой, чтобы их обнять, поцеловать. Это вот наши самые главные талисманы. Ну, спасибо, Юль, вам за прекрасную беседу. Желаем вам еще раз всего самого наилучшего. Но вы находитесь по ту сторону экрана, а ваша сестра находится прямо здесь и сейчас в нашей студии. И пора бы ее уже пригласить. Знакомьтесь, Елена Зимина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Дарья. Еще одна красавица. Вы знаете, я когда смотрю на людей бортпроводников, у меня прям немножечко даже зависть к вам. Но они все как на подбор. Красавицы, идеальная вот эта форма. С праздником вас! Спасибо вам огромное. Елена, Очень приятно слышать такие слова в свой адрес. Елена, вот расскажите, пожалуйста, вообще немножечко про историю авиакомпании «Якутия», потому что история большая. Ну вот для наших телезрителей немножко. Да, в авиакомпании «Якутия» работаю уже немного более 15 лет. Первый рейс был 21 января 2003 года на самолете Ту-154М Якутск, Москва, Якутск. Это ваш был первый рейс? Да, авиакомпания «Якутия». Именно эта знаменательная дата, 21 января, считается днем рождения авиакомпании «Якутия». То есть в следующем году, 21 января, мы станем совершеннолетние. Нам будет 18 лет. Здорово. Вот какие же мероприятия запланированы на этот юбилейный год? Вы знаете, к сожалению, пандемия коронавируса, конечно же, пришлось нам все мероприятия передвинуть на окончание этой пандемии. Такие знаменательные даты, да, как 75 лет победы СССР над фашизмом, да, 95-летие. Очень жаль, что мы не сможем отметить их в полном объеме, как хотелось бы. Поэтому поздравления все будут онлайн. Ну, мы все понимаем, что это для сохранения нашего с вами здоровья, в этом приоритет, это самое главное. Мы поэтому целую неделю мы с экранов телевизора поздравляем наших коллег, желаем всего самого хорошего. А как вы отдаете дань ветеранам, которые проработали в авиакомпании много лет? Мы, конечно же, о них совсем не забываем. Мы их чествуем, мы создаем и организовываем вечера, голубые огоньки предновогодние. Праздники 1 мая, 9 мая всегда приглашаем. Всегда они с нами, всегда устраиваем для них концерты и Ой, ну вообще фуршеты. у вас вообще очень такая насыщенная, да? Прям жизнь кипит у бортпроводника, да? И у вас в прошлом году была юбилейная дата, да? Да, в прошлом году у нас была юбилейная дата, и слава богу, нам удалось ее очень шикарно отметить. 75 лет бортпроводникам Якутии было. Мы организовали конкурс красоты и профессионализма бортпроводников авиакомпании «Якутия». Девушки предстали во всей красе. У нас очень талантливый коллектив. Девушки и поют, и танцуют. Причем поют на разных языках, на испанском, на английском. Да. Было несколько этапов. Нужно было представить форму стюардессы будущего. Ситуации на борту очень веселый Очень конкурс. веселый, Да, да? вы сами понимаете, что ситуации бывают разными. Конечно, конкурс талантов, где девушки пели, танцевали, и выход в вечерних платьях.